Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Якутия-24». Старая добрая программа «Один из нас», в котором приходящие к нам в темную студию одни из нас становятся интересны всему обществу. И сегодня я, журналист Дмитрий Аргунов, беседую с двумя замечательными представителями молодежи. Александр Румянцев. Должность, сам скажи. Председатель ППОС УФУ, руководитель Якутского регионального отделения «Молодая гвардия». Ага, так вот он какой председатель ППОС УФУ получается. И мой в будущем коллега уже получается Алексей Федоров. Да. Угу. Студент 4-го курса филологического факультета рекламы и связи с общественностью, заместитель председателя ППОС СФУ и активист Молодой гвардии «Единая Россия». Ага. Ну, с учетом того, что, скажем так, вот ребята состоявшиеся уже практически люди и вовлечены в очень многие процессы, которые волнуют на самом деле каждого из нас. Ну, повод, по которому я их сегодня пригласил в темную студию, это недавняя их, получается, командировка. Командировка так назвать? Нет, добровольческая акция, помощь народам ДНР, ЛНР, ну и, конечно, гражданам Российской Федерации. Был призыв с Москвы, с партии «Единая Россия». Наш руководитель Молодой гвардии по федерации Антон Демидов призвал нас, чтобы мы поддержали акцию и чтобы показать то, что вся страна поддерживает, не только Москва и Санкт-Петербург, да, но и вся страна, в том числе и Республика Саха-Якутия, где мы взяли на себя вызов от имени молодежи Якутии быть участниками данной акции. Мы отработали 2 недели на территории Мариуполя, работали каждый день, с утра, в 7 часов утра у нас был подъем, и до 10 часов вечера гуманитарная помощь, и дальше мы все об этом расскажем. Угу. Наша программа, без малого 40 минут, 39 минут продолжается, да, могут поинтересоваться, что молодые люди могут в течение 40 минут рассказать о тех вроде бы обыденных вещах, которые, начиная с 24 февраля, стали обыденностью для многих. Вот вы посмотрели, что Дальний Восток – это относительно благополучный регион, который не граничит, как Белгородская, Курская области, с соседней страной, получается. Да. Да? Белгород у нас фактически каждый день, Белгородскую область, какие-то действия, то ли обстреливают, то диверсанты какие-то, то беспилотники прилетают и так далее. Но согласитесь, что жизнь на Дальнем Востоке, она гораздо спокойнее, чем в тех регионах, которые примыкают некогда дружественной Украине, получается. Что мы можем добавить? Грубо говоря, если понимать то, что ДНР сейчас Российской Федерации уже признана, как Донецкая Народная Республика, у нас взгляд поменялся совсем. Смотреть фильмы, смотреть видеоролики по YouTube, смотреть там ТикТоки — это совсем разное. А быть там, каждый день слышать обстрелы, выстрелы автомата, и жить, где невзорванные мины, минные поля, минные дороги, совсем разное. И понимать то, что мы далеко живем и в безопасности, нельзя, я думаю. Мы должны показать, помогать. Самое главное — это на самом деле гуманитарная помощь. Мы там уже своими глазами увидели то, что гуманитарная помощь с республики, со всех регионов идет. По-настоящему мы с рук в руки выдавали гражданам. Это самое главное. И когда проводятся акции, надо думать, надо думать то, что это идет реально разово, да? Людям в руки. И сравнение это совсем не подлежит. Ребята, вот просто справедливости ради, наверное, организаторы выдачи и гуманитарной помощи и все прочее, люди там тертые, подготовленные, проверенные, да? Насчет гуманитарной помощи России жителям ДНР и ЛНР, тогда еще не признанных в феврале, она оказывалась с момента, когда республики были созданы, в 2014 году. Да? То есть вот эти гуманитарные конвои, которые отправлялись из Ростова, они были всегда. Каково отношение жителей республик, которые сейчас оказались эпицентром таких событий? Вот на себе как вы ощутили? В первую очередь, когда идет слух о том, что собираются раздавать гуманитарную помощь, ею непосредственно занимается именно окружная местная администрация, получается большое столпотворение людей. То есть та гуманитарная помощь, которая оказывается сейчас со стороны Российской Федерации,
она ощутима и она действительно нужна именно жителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, так как многие приходят туда с самого начала, с самого окончания комендантского часа и спокойно стоят, ждут по несколько часов. То есть эта помощь реально ощутима и она реально нужна для людей. Ну, добавлю то, что если вот сравнить, да, с 2014 года до 24 февраля, это как бы там боевые действия были, но там не были стерты города-миллионники. Когда мы были в Мариуполе, я был шокирован тем ужасом, что там было. Мы встречались с людьми, люди живут в подвалах, в подъездах, общинами, как в древние времена. У нас была карта собственная, да, по какому графику, да, по какому маршруту мы должны доводить ту или иную гуманитарную помощь. Встречались с людьми, общались, брали интервью. Были ужасные истории со стороны, рассказы со стороны граждан Мариуполя, какие ужасные вещи сотворили военнослужащие вооруженных сил Украины. Были и специально, они не выпускали людей из домов, когда были боевые действия, прикрывались живым щитом. Это рассказывали реальные люди. Вот когда смотришь видео, да, как-то вот все-таки есть 50 на 50 вопрос же есть, да, думаешь, вот, ну, правда ли, неправда ли, да? А вот я, да, Саша Румянцев, я вот с ними разговаривал, и они рассказывают про это, вот плачут, и вот было у них, грубо говоря, шок. Психика, вообще шок, вообще нарушена психика. Да, вообще люди в шоке, в полном, и рассказывают, как у них мама, папа, сыновья, дочери умерли в том или ином обстоятельствах. Там же были боевые действия. Россия же много раз говорила то, что они прикрывают, они реально прикрывались. Они держали их на 8-х, 7-х этажах, а они сами там с 9-х стрелялись. И когда обстрелы же идут, все равно мирные граждане страдали. Мне, конечно, было очень интересно, находясь именно на месте эпицентра событий. После того, как мы нашли связь, вышли в интернет, наблюдать то, как ведут информационную пропаганду именно со стороны международных средств массовой информации, и то, как преподносят наши федеральные каналы. И именно находясь там, ты уже понимаешь о том, что действительно там происходит и кто как врет. И в основном это международные средства массовой информации. Они загибают палку, и находясь там и выслушав именно очевидцев этих событий, ты понимаешь о том, что жители Мариуполя, многие жители Мариуполя благодарны нам за то, что мы туда приехали и действительно от всей души помогаем как добровольцы. А что входило в состав вот тех гуманитарных грузов, которые вы расставали, кроме продуктов? Кроме продуктов? Да. Бытовая химия. Бытовая химия. Да. Личная гигиена, да. Шампуни, мыло, щетки, полотенца, все. Ну, чтобы понимать, там в городе совсем нету ничего. Ни магазинов, ничего. Ни скорой, да. Там этих... Вся гражданская инфраструктура, она полностью разрушена на 95%, и зайти в любой магазин можно найти какой-то пепел, который можно будет использовать. Все, больше ничего нет там. Людям реально нужна помощь, люди реально получали все, что они хотят. Но именно в плане того, что им необходимо в первую очередь. Для нормального быта. Современные ТЦ, там, больницы, все разрушены, и там люди живут, там костер делают, и оттуда там и питаются. Да, на там площадках на мангале готовят себе еду, у них есть своя очередь по подъездам, люди выходят, готовят еду, берут свой таз, заносят домой, там обедают, либо обедают всем подъездом там на улице. Но при этом они остаются людьми. При этом остаются людьми. конечно. То есть никакого такого зверства, там, какого-нибудь мародерства и так далее не наблюдается? Нет, там комендантский час с 7 часов вечера до 6 утра каждую улицу патрулирует военная комендатура, это полиция местной власти. Там как бы все в безопасности держится. Но самое опасное это была ситуация с минами, с бомбами, где были случаи, где люди подрываются просто. Потому что в подъездах лежат, как назывались эти? Снаряды от ручных гранатометов, Не патроны, разорвешь. Да, просто лежат гильзы и так далее. как И запасы.
Ну, было страшно Ну, в этом плане. смотрите, Алексей особенно, да, сейчас в эпицентре всех абсолютно новостных агентств Мариуполь, да, Азовсталь, где на текущий момент идет массовая сдача в плен оставшихся военнослужащих, там морпехи есть, пограничники есть те, которые причислены к батальону Азов. Да? Ну, много кого там, в принципе. Там и гражданские есть, по идее. А вот шум от Азовстали, вот насколько он, скажем, и информационный, и такой звуковой, он насколько слышен? То есть Алексей, наверное, все-таки отслеживал, раз говоришь, интернет Можно есть, было доступ есть? поднять голову наверх и увидеть, как ракета летит на Азовсталь. Вот так было. Угу. И в плане информационного, все издания ведут свои публикации, все издания, они как-то следят за этой ситуацией, и все равно у нынешнего поколения людей, которые пользуются интернетом, должно возникнуть чувство фильтрации той информации, которую они получают именно в сети Внутреннего интернет. фильтра. Да, внутренней фильтрации, потому что все равно все должны понимать, что с той или иной стороны везде есть частичка пропаганды, и кто-то все равно может где-то что-то приумножить. Находясь там, Увеличить. ребята, вот у вас возникло ли ощущение, что есть же сейчас вот разделение в обществе, да, кто-то поддерживает спецоперацию, кто-то не поддерживает. Все-таки наша страна была ли права, начав вот эти вот действия, которые приводят к тем или иным событиям, которые, еще раз говорю, вот работают добровольцы, работают, якутяне многие там, в принципе, добровольцами и воюют. Вы же выполняли гуманитарную миссию, да? Тут можно начать даже с Карибского кризиса, но я начну чуть ближе. Это начало все равно идет с развала Советского Союза. Многие люди еще не видели видео, например, Ельцина, да, на Конгрессе США, где он выступает, клянется то, что советская власть не восстановится. Он говорит то, что Советский Союз был каким-то монстром, который весь мир держал в страхе. Вот я думаю, это все началось с 1991 года, как развалился Советский Союз. Страны разделили, поставили марионеточные свои Правительство. Да, правительства были, первые это Прибалтика, да, Литва, Эстония, Латвия, и потом подошла очередь Украины, да, поменяли власть в 2014 году, и началось вооруженное столкновение людей. Там пропагандами пичкали 8 лет. С одной стороны, там то, что вот мы, свободное государство, но это же возможность, чтобы Россию держать на узде. Я думаю, сейчас мы ничего не можем сказать, потому что мы должны говорить через историю. Мы через 30-40 лет узнаем правду, как это все было. Например, сейчас открывается вся история Второй мировой войны, Карибского кризиса. Мы сейчас должны объединиться вокруг политики главы республики в целом, да, поддержку. В первую очередь это гуманитарная помощь. А вторая – это добровольцы, которые реально сами хотят помочь физически, могут выехать. Я, как руководитель молодой гвардии и председатель ППО УФУ, вчера оперштабу, членам оперштаба порекомендовал, чтобы волонтерам было старше 25 лет. С нами был самый младший Олег Анатольевич Иванов, студент физико-технического института, председатель профбюро. Ему 21. Да? И мне, как руководителю, мне 24 самому. И я боялся за них, за своих ребят, чем больше за себя намного-намного раз. Потому что если да, не дай бог, что-то случилось бы, я бы должен был там остаться и закончить это до конца. Это был мой принцип и приоритет. Сейчас отправлять моложе 25 лет я не рекомендую. Самое главное, должны поехать люди с опытом, в первую очередь, это самое главное. Или хотя бы умениями. Да, уже состоявшиеся мужчины какими-либо навыками. Навыками, грубо говоря, может быть даже выживание, люди серьезные. Детям 18-летним, 19-летним, 20-летним делать нечего. А регионы другие России как представлены среди добровольческого корпуса, который, так же, как вы, работали в Мариуполе? Да, нас было 60 человек, было 3 лагеря, было в Мариуполе самом. Справа, на западе мы были, это Никольская, называется Володарская. И чуть ближе граница России, безымянная, там было самое безопасное. И нас
отправили по 20 человек каждому. Мы якуты, татары были и русские с Москвы, с Санкт-Петербурга, с Рязани. Были еще буряты у нас с нами с Дальнего Востока. Был волонтер из Приморского края. Мы с Дальнего Востока. Нас было с Бурятии, из Владивостока и с Приморский Якутии. край. Да, все. С Дальнего Востока. Из 60. То есть нас 6 якутов, Сахаларбыт, 6 штук, плюс 5 бурятов и плюс 1 с Приморского края. То есть 12 человек с Дальнего Востока. И все 48 это западная часть России. Центральный регион. Да, центральный регион. Ну, все как один, скажем так, прошли через вот то, как организуется, то есть вы прикладывали свои усилия, силы для нормализации работы жителей, которые оказались в территориях, где велись боевые действия. Да? Можно скрывать, не скрывать, но я говорю, как бы всегда правду, да, это мой ориентир. Там власть ДНР, именно внутренняя власть, вся перешла к военной теме. Они уже на фронте и так далее. И руководство там, такое дезорганизованное, не хочу сказать, есть организация, но она слабая. Там мы все работали как один, нету там начальников, там нету... Кто-то должен один быть поваром, люди должны кушать. И кто-то же повар, это все по очереди, кто-то повар, кто-то ночью дежурит, как бы все равно опасно. И мы работали как бы уже самостоятельно. Мы понимали в автобусе, когда приедут. Мы у нас была заказывали, у нас была полная автономность, потому что и один человек, который связывался именно с местной администрацией, для того, чтобы просто быть в курсе того, что происходит именно у них в районе. Но в основном у нас была полная автономия, потому что если бы мы ждали поручения или какие-то указания от местных властей, мы бы ничем не смогли помочь обычным. То есть вы сами определяли, кому, когда и что, да? Мы не сами определяли, уже до этого сложилась система, по которой работали до нас первые группы. Да, первые группы, они для нас оставили тот самый фундамент, по которому они работали, систему, с которой они работали, и контакты, с кем они работали. И после того, как мы на место приехали, люди, которые там были уже чуть больше недели, они нам объяснили то, как они здесь работают, как уживаются и по каким принципам. Именно они работают с местными и с гражданами. Они все объяснили, сказали, что в основном полностью автономия, потому что если каждый раз переспрашивать одно и то же, если каждый раз узнавать, ждать ответ на какой-то вопрос, это может стоить человеку жизни. Ну, то есть то, что канала на гражданке, скажем так, в условиях спецоперации, это фатально может быть, да? Да, там нужно все равно иметь собственное мнение и как-то объективно принимать решения со своими друзьями, посоветовавшись и работать намного быстрее. Вот у Александра промелькнуло отношение к местным администрациям, да, то есть фактически это, смотрите, вот территория ДНР, которая была объявлена в 2014 году, да, де-факто они оставались под украинским контролем, Мариуполь же оставался под украинским контролем до событий 22 года, начала, да? Да. То есть вот это вот наследие, скажем так, украинского режима, оно четко видно, да? Нет, я бы про это не сказал бы, потому что там живут русскоязычное население. Мариуполь? Да. И народ сам прекрасно понимал то, что все-таки они живут как бы в фронте. Само население полностью поддерживает Российскую Федерацию, я бы так сказал. Почему? Как так произошло? Они могли винить. И могли за эти 8 лет сказать, то, что будет только вина Российской Федерации. Но нет, я был удивлен тем, что люди, реально, вот народ стоит, там 100 человек, у нас есть фотографии, да, как мы там с ними общаемся, помогаем, разговариваем. И один же человек мог бы уже сказать, вот вы виноваты. Нет, такого случая в моем, когда я работал, такого не было. Все люди говорят, вот националисты, вот администрацию Зеленского обвиняют, то, что они смогли договориться, то, что они должны были по-другому отнестись. То, что... И самая главная вина, я думаю, это вооруженные силы Украины все-таки, они дезорганизованы полностью. Они не солдаты российской армии, у них нету уставных этих, да. Взяли, людям автоматы дали обычно и отправили воевать.
А эти люди что? Кто они люди? С какой историей? Были ли в тюрьме, могут быть, да, за убийство сидели? Не знаю. Вот про То это есть ничего нельзя сказать. разношерстный контингент. Да? Вот, а по сравнению с... Вы же общались, наверное, с военнослужащими, как российской армии, да, так и с военнослужащими, которые в милиции ДНР служат. Да? Вот какое впечатление у вас сложилось про наших военнослужащих и про милицию Донецкой Народной Республики? Ну, территориально Мариуполь это же Донецкая все-таки республика, да? Ну, сам в Мариуполе самом сейчас и в Никольском, и в Безымянном работает уже полиция, военная полиция Донецкой Народной Республики, но они уже все с Донецка. С самого Мариуполя их мало, я их мало встретил. И сравнить, ну, так нельзя. Мы понимаем то, что российская армия больше оснащена, более продвинутые оружие, более продвинутая связь, экипировка. Насчет ДНР, те же самые солдаты российской армии, но чуть-чуть меньше оснащенные. Вот и всё. Ну вот, скажем так, Ходаковский, Александр Ходаковский, это один из легенд, скажем так, сопротивления Донецка, да? Командир батальона «Восток», я подписан на его телеграм-канал, и, в принципе, из первых уст читаю. Да? Ну, очень вдумчивый, очень образованный, очень такой тактичный, я бы даже сказал, человек. Вот, там есть чувство такого, что вот дончане, жители Донецкой области, они как бы за свои интересы воюют. Я был очень удивлен, когда прочитал их, как назывался этот? Вышивка на Да. плече. «Смерть или свобода». Это их лозунг. Девиз. Они девиз. этим живут. То есть другой альтернативы нет? Нет. Да. Или смерть, или свобода Донецкой Народной Республики от оккупированной, да, украинской власти. Вот и все. Я был очень удивлен. Они реально этим живут, этим дышат и думают только об этом, чтобы освободить Донецкую Народную Республику. Кроме Мариуполя, вы в других населенных пунктах Херсоне не были, да? В то время в Херсоне не было такого направления, как волонтерство. Гуманитарки. Да. Сейчас планируется летом, и летом тоже туда ребята поедут, но нашей молодежи я бы не посоветовал первыми туда идти. Опасность что? В минных полях, ладно, вот понятно. Шальная пуля прилетит откуда-то. Ракеты. Самое опасное, когда мы были, это поездка по Мариуполю ночью. Наш водитель заблудился, и мы поехали по минному полю. Минной дороги, мы видели мины противотанковые. Был стресс для нас. Я своих ребят сразу назад в автобус, в самый конец посадил. Но я прекрасно понимал то, что если что-то будет, как консервная банка же автобус разорвет. И мы понимали то, что это первый день наш. Так вот наша работа началась. И по работе, когда мы ездили, видели, там такие же автобусы стоят, взорванные. Танки, блокпосты. Мы понимали то, что вот те ребята, которые в блокпостах стоят на территориях, да, по всей Мариуполю, сейчас вот с нами общаются, радуются, мы постоянно с ними общались, приветствовали друг друга. Да, сигареты, да, мы им сигареты, они нам теплые, кашу там, да, и мы понимали, что их может завтра их не стать. Это как бы пограничные пункты же были. Вот такая опасность. Насчет Азовстали, то, что каждый день видишь, вечером, когда темнее, там очень темно, не как у нас. У нас же там чуть-чуть светло. Ну, да, сейчас особенно, конечно. Белые да. ночи, да. Вот осенью там, да, очень же темно. И там также вот, полностью ничего не видно, и там видны эти ракеты летят через нас. И ночью, постоянно ночью, в 3 или в 4 утра пролетают почти под уровнем домов истребители военные или военные самолеты, грубо говоря. И нас как бы сперва будило, потом был стресс. Привыкли. Стресс Там был. привыкаешь. Сколько вы там пробыли? Почти 2 недели. Почти 2 недели. Там всей дорогой там где-то 16 дней было. Мы ехали отсюда 20-го, оттуда уже 22-го там уже были в Ростове. Потом нас через границу отправили, и мы работу начали с 22-го или 23-го.
А до Ростова добирались на поезде, да? Нет, на автобусах. Автобусе с На Москвы. автобусе? Да, Мгм. Это откуда? С Волгограда, с да? Москвы. С Москвы? Да. На автобусе. Да, мы больше суток, да? Больше суток. Да, где-то там полтора. с- Полторы суток мы... Да, юг России же закрыт сейчас Да, авиасообщение. там нету, там Достаточно непривычно тоже, да? То, что Да. самолеты не летают. Ну, понятно Ну, же. в что- Якутии 1000 километров. Налево посмотреть с Иркутска, направо посмотреть, назад, вперед посмотреть. Все равно же Якутия. Такая же там, ну, как бы, и дороги там федеральные, да. И самое худшее это было после границы, когда уже видишь то, что там автобусы стоят, танки стоят, БТРы, блокпосты взорваны, и понимаешь, что уже все. Я к Алексею, как коллеге. Как там найти интернет? Ну, В я общем, понимаю. там в местности, в которой мы дислоцировались, там раздавались сим-карты «Феникс», которые принадлежат Донецкой Народной Республике. Это локальный оператор оператор связи, уже, да, да? локальный оператор Донецкой Народной Республики. Но туда завозили только 20 симок в день. А получается очередь где-то 2-3 тысячи человек. Ну и мы, обдумав, сказали, зачем нам симки, если мы здесь тем более 2 недели. И настроили интернет, который находился именно в муниципальных каких-то старых зданиях. Ну, до этого им тоже пользовались. Проводной интернет. Да, проводной интернет. Он работает? Да, работает. Это не в самом Мариуполе, Это, это в самом поселки. Мариуполе, это я в понял, поселке, да. да, Ага. неподалеку. И настроили, и там еще у волонтеров, которые там были, они тоже нам рассказали, что вот здесь раньше был интернет, но что-то там с ним стало. В принципе, если настроить, то будет работать. Ага, то есть Смотри, вы настроить. проявили, скажем так, Смекалку. умение, смекалку по настройке роутеров и получили. Интернет. Мгм. Ну, хорошая северная Интернет смекалка. не такой, как здесь. Да. Люди жалуются, там ТТК меньше, там мбит там скачивает, да? А ты там стоишь, если сообщение WhatsApp WhatsApp отправляется, ты рад. все, наконец-то. То есть хуже, чем у нас на северах, да? Намного хуже. Намного хуже. Намного хуже. Там у телефонов нет интернета, там только связь. То есть можешь позвонить, поговорить, и все. Там нет интернета, там нигде нету. И то не у всех есть возможность позвонить. Люди друг друга просят. Можно, пожалуйста, позвонить, и звонят. Там друг другу. деньги кладут через этот... Через Помните, карточку 2000-е, так. начало 2000-х? Карточки были, и там номера. Припей, да. Да, Ага. и номера по 100 рублей, там 150. Ну, еще гривны, конечно, действуют. Там в Никольском были магазины, аптека. Ну, там чеков нету, ничего нету. Принимают рубли и гривны. Там по 2,5 рубля стоит, да, гривна была? Да, где-то так. Ну, то есть хождение российского рубля, в принципе, там и в теории есть. Там Не в уже- теории, а на практике. Там Она уже уже полностью, входит, да. полностью уже Полностью в оборот они входит. берут больше, хотят больше рублей, чем гривна. Они понимают, то, что в скором Гривна времени... уходит. Да. Ну, то есть Мариуполь, те оставшиеся жители, они твердо нацелены на интеграцию с Россией. Да. Они Своими глазами видели. Да. общались своими глазами, мы общались с ними. А то у нас же, скажем так, западный, тот же CNN, уважаемый BBC, да, на которых мы учились по теориям западных всех центров коммуникаций, да, они говорят, что население Мариуполя заставляют, кто-то заставляет там, или либо, Заставлять их кушать, принимать гуманитарную помощь. видимо, их заставляют, типа, ну, так они и преподносят. Вот открываем при помощи VPN BBC сайт и смотрим, прямо говорят, жители Мариуполя заставляют там идти на поклон местной администрации, или что-то типа такое, бильберду какую-то пишут. Там Я понимаю, что там где с водой перебои, да, с питьевой, там не до того. Ее, кстати, нету. Ее, кстати, нет. А Я согласен, что там нет. Там нету тепла, нету воды, нету электричества в самом городе. Люди для того, чтобы достать воду, идут в ручей. Оттуда набирают воду, приносят себе на площадку, кипятят Кипятят. ее и только потом пьют. А вы что пили? У нас, также вот да, брали из крана, из каких-либо, да, но обычных. мы и жили кипятили. возле Мариуполя. Это ситуация именно в городе. То есть В поселках полегче, да? Да, мы дислоцировались в другом месте, но там у нас была техническая вода, и после того, как мы ее кипятили, мы только тогда ее могли пить, а в самом городе Мариуполь там как я сказал, гражданской инфраструктуры ничего не осталось. То есть воды, соответственно, электрической тоже нет. У нас был дизельный генератор. Вот так вот живешь В миллионном городе-миллионнике. в относительно благополучном регионе,
здесь же тоже ноют, там, асфальт провалился там и так далее. Вот а представить то, что вот на этом асфальте еще могут лежать противотанковые мины, там могут летать ракеты, то, наверное, с чем вы столкнулись, и мне и в кошмаре, как и любому гражданскому, наверное, не приснится. И что главное там, что помогает, ну не то, что выжить, да, а помогает продержаться, что помогает? Чувство чего? Поддержка друг другу. Чувство юмора. Мы вечером, мы же работали по отдельностям, да? Не 6 человек вместе за руку держались и работали. Мы направлялись, кто работает со следственным отделом, да, армии России, кто работает на фильтрации. Это фильтрация, когда проверяет людей на синяки, на По татуировки. базе данных пробивают на наличие того, Да, что служили или перед нет. отправкой. Военных Да, преступников, да. Да, и кто-то работает на регистрации, кто-то там на гуманитарке, потом мы вечером где-то в 8 приходили, ужинали, и под вечер, когда уже темнеет, мы сидели вместе с всей командой лагерем и общались. Ну, что, кто, как, и кто-то рассказывает про свои путешествия, и вечером мы как-то забывали то, что мы, ну вот, в Мариуполе, да? Рядом с фронтом, да. И это нам помогало. Но и главное, это помощь людям. И когда была нужна помощь, было очень сложно. Было очень сложно, и максимально все делали. Максимально. Свое отдавали там, да, и так далее. Была история там, в Мариуполе очень много детей-сирот уже. Не беспризорники, да, грубо говоря, но есть и оставшиеся там вообще без попечения родителей, у какой-то тети, у какой-то подруги, да, маленькие дети. И была идея там взять с собой, да, грубо говоря, но нельзя же. Как бы. И я дал свой плеер, который у меня был, там 400 якутских песен, и ни одной русской, грубо говоря, там не было. Я отдал свой плеер мальчику и сказал, запомни это, якутские песни, не потеряй, возможно, когда-нибудь мы с тобой встретимся. Ему было 5 лет, он увидел смерть своей мамы, и сейчас он находится, например, у своей тети. Кто там остался? Там же многие говорят, что кто эвакуировался из Запорожья, кто... В основном социально незащищенный слой – это Пенсионеры. пенсионеры, инвалиды, маленькие дети, люди, у которых была возможность, люди, у которых была какая-то финансовая подушка, финансовые средства, они уже давно покинули город Мариуполь. Сейчас там остались в основном люди, которые никак не могут оттуда уехать. Либо те люди, которым некуда ехать просто. Да. Потому что они там всю жизнь жили и собираются также продолжить свою жизнь там. И у них нету ни родственников, никого, чтобы уехать куда-то подальше. Но жизнь должна наладиться, да? При помощи таких же Жизнь- волонтеров, при помощи... Жизнь уже налаживается. Уже налаживается. Уже налаживается. Там я посмотрел, да, грубо говоря, территорию, да, природу. Там очень красиво, очень красиво. Море. Азовское море, очень хороший климат, Чернозем. чернозем, там может все расти. И туризм можно там создать в будущем, да. Я думаю, надеюсь, то, что город Мариуполь заново расцветет, и мы туда уже поедем, да, волонтеры, Как которые мы гости. есть, как гости, как туристы. И я буду очень рад тому, что город восстановит в будущем. И надеюсь, так и будет. А так вот, если сделать поправку на разрушение, на то, что в зоне боевых действий находилось, красивый город, да? Бульвары вот эти. Да. Все зеленое было, там тротуары, все было красиво. Было. Ничего целостного, ни одного дома не осталось. Это город, если сравнить, это 3 раза больше нашего города. И больше оснащен заводами, больше оснащен. Там Азовсталь. Азовсталь, вот люди думают, да, мне пишут, там, почему Азовсталь не берут? Там, взорвали там все, там несколько бомб. Да? Это по сравнению с Якутском можно сравнить Азовсталь. Как она по территории. расположена, как она расположена, сколько там людей могут автоматически быть, работать, жить и там внутри катакомб. Я там, когда мы работали, был знаком с человеком, кто там работал в Азовстале. У него была фирменная одежда Азовстали. Написано Азовсталь. Я говорю, Гена, кажется, был. Геннадий, ты что там? Поддерживаешь, что ли? Нет, нечего одеть, просто это его фирменная одежда. Но он работал. Да, он работал и оттуда ушел, да. Он рассказывает, там 9-этажное помещение может поместиться в катакомбах. Подвалы. Вот такие они огромные там. И рассказывал то, что там работали немецкие
военнопленные Второй мировой войны, да, копали. Советский Союз там построил. И это была стратегическая база, которая могла выдержать ядерный удар полностью. И ну, как бы выдержать все. И поэтому власти Российской Федерации Владимира Владимировича, как бы, грубо говоря, благодарю, потому что если бы он отправил туда напролом, было бы чудовищно много. Тяжело. Тяжело было бы. Там катакомбы, и они закрываются. Отсеками закрываются. Вот, как город Якутск, еще внутри такой же. Ужас. Но справедливости ради, Мариуполь же это промышленный город. Там же еще завод Ильича, был, Да. который до того, скажем, взяли под контроль. Ну, в целом, спасибо, что откровенно вот поделились вроде бы бытовыми, скажем так, наблюдениями. Да? Да. Но еще раз говорю, наша жизнь не состоит из одних лозунгов. Да? Там не скажешь, что там вперед победе коммунизма, там вперед победе капитализма и всего прочего. Она состоит вот как раз из этих. Из нехватки бытовой химии. Да? Голову нечем помыть. Вещи постирать. И то, что, ну, не то, что удивляет, а в целом же то, что гуманитарка раздается. Людей там больше волнует не как голову помыть и как постирать, а чтобы поесть. Вечером покушать. Чтобы поесть и как бы не замерзнуть. И на следующий день проснуться. Теплые вещи, продукты, вода вот питьевая, как вы говорите. И еще раз, я не то что горд, я чувствую, ну вы же представители народа Саха, получается, я чувствую некой сопричастность к тем вещам, что есть неравнодушные люди, которым важен не только мусор в собственном городе, да, а то, как страна в целом будет существовать дальше. Потому что от этого, от наличия интернета даже, еще раз говорю, молодежь-то сейчас такая. В первую очередь это работа, в вторую очередь это коммуникации, то есть интернет вот тот же самый. Да? Наличие работы, коммуникации и удобства. Да? Вот вы еще раз, сопричастность к тому, что большим процессам, которые по всей стране происходят, Приморье, Чечня, Бурятия, центральные регионы, они все делают свой вклад в восстановление той разрушенной экономики, инфраструктуры тех поселений, в которых живут люди. Еще раз говорю, там живут люди. Да? Какие бы страдания они не перенесли, они все равно остаются людьми. И вот один раз лучше услышать от того, кто там был, чем там 18 раз профильтровывать через себя, через телеграмму узнавать. Да? И то, что вы говорите, стопроцентно они говорят, ну, они и были некогда советским народом. Да. Не некогда, они и сейчас советский народ. Вот то наследие большой страны, оно осталось. Некогда мы были одним целым, да, одной страной. Просто история сейчас разделила, и, Саша, я соглашусь с тобой, что не время сейчас судить, правильно или неправильно, а время покажет. Поколение, возможно, пройдет и скажет, исторически вот те действия были оправданы. Я очень на это надеюсь. Спасибо вам огромное за то, что приняли мое приглашение, погостили в темной студии. Старая добрая программа «Один из нас», журналист Дмитрий Аргунов. Увидимся ровно через неделю. Спасибо.